С меня омлет. Сегодня омлета не будет. Хорошо, тогда приготовлю всмятку. Нет, сегодня яйца будут вкрутую. Мансур, опять холодная вода пошла. Ну, сегодня кто кого, ты или котел? Папа, давай продадим дом, пока мы вместе с ним на воздух не взлетели. Еще чего? Это наше родовое гнездо. Угу, вот именно что гнездо. Поэтому каждый день на завтрак яйца. Ну и что это? Кино, что ли? От таких экранизаций книги совсем перестанут читать. А дочь твоя и кино посмотрела, и книгу перечитала. Сейчас кино нет. Одни фотографии мельтешат перед глазами. Кино вообще не умеет снимать. А что, раньше умели? Нет, ну надо же. Снова в этом слове сделали ошибку. Брось ты свои газеты, иди чаю попей. Я им неоднократно говорил, что это слово пишется иначе. И что, из-за одной буквы ты голодать собрался? Одной буквы? Из-за одной буквы, говоришь? В татарском языке каждая буква дорога, дорогая. Не кипятись, Мансур, успокойся. Бессовестный. А ты говоришь, одна буква. Сначала арабскую вязь отменили, потом за латиницу принялись, а позже никому неудобную кириллицу насильственно навязали. Так теперь и в ней опечатки будем терпеть? Ну уж нет, я на это не... Министерством строительства неожиданно найден потерянный генеральный план метростроя города Казани. А это значит, что жители ветхих и аварийных домов скоро окажутся на улице. Просмотр новостей во время еды вреден для желудка. Будешь так сидеть, на работу опоздаешь. Ой, мне пора. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, получай бонусы, делай ставки и выигрывай.
Требую запретить жителям соседнего дома номер 41 курение на балконе. Качество дорожного покрытия на нашей улице не соответствует исторической значимости героических событий на озере Хасан. После дождя дорога становится непроходимой. Почему современные экранизации убивают литературные произведения великих татарских писателей, а вы, в свою очередь, разрешаете показывать такое кино народу? Видишься мне? Да. Хорошо подумала? Да. Привет, Мансур. Привет, дядя Асхат Фархоевич. Смотри, идет. Здравствуйте, Мансур Фидаилевич. Приветствую вас вместе с солнцем, алчу, чтобы грядущая рабочая седмица не пророчила вам ни грусти, ни печали, уважаемый и досточтимый господин. Ключ забыли. Да не лягут мои увещевания тяжким грузом души вашей, под гнетом осенней желтой тоски и мрака, уважаемый и досточтимый господин. Так, давайте еще раз и по делу. По телефону я услышал кучу оправданий, но ответа так и не дождался. Почему подшитая книга еще не готова? Помните коммерческий разворот? Да. Он не совсем убирается в макет. Ведь серьезно, что ли? Верстать разучились? Там колонка Мансура. Что? Там колонка Мансура. Чего? Там колонка Мансура! Все, тихо, тихо, я понял. Макет мне на стол как есть. И позови айтишника. Как его там? Вячеслав? Да, и будет вам разворот. Ну что, давайте счастливо. Все. До следующего деле заниматься. Ой, Кузыма, что это? Зачем? Ну, прикольно же. Ну, вообще-то да, неплохо. Вот, урод. Иди, души. Это было так трогательно, так романтично. Мам, а где картина? А это папа снял. Пыль вытирал когда? Вчера. А повесить забыл. Сейчас вернем. Вот и все. Ладно, но ты... А что? Ага. А мне и так нравится. Не зря я вас все-таки 2 года покрывала. Айрат требует официальной встречи с папой. Требует встретиться. Не такой уж он у нас и дикарь, как раньше. А туалет? Пока на улице. Пока. Дядя Мансур, как бы дым не пошел. Кто на этот раз не угодил? Сынок.
Будь на твоем месте твой отец, в статьях прошлого номера таких тупых опечаток бы не было. За типографический набор даже я, шеф-редактор, не отвечаю. Тебе тут сисадмин небольшой подарок передал. Свои материалы копируй сюда. Не сисадмин, а человек, ответственный за эксплуатацию электронной вычислительной сети. Вот и я о том же. Сисадмин отключил твой калькулятор от нашей электронной вычислительной сети, потому что на него вирусы, как мухи, известно на что летят. Дядя Мансур, возьми уже. Пока. Всего хорошего, господин Мансур, плодотворной вам работы. Какой мать? К такой матери пошел. Я тебе сейчас еще мать назову, чтобы я не видел тебя больше. Все, вон отсюда. Уходи. Алло. Сынок, да ты у нас счастливчик. У тебя есть возможность уйти отсюда живым. И я не трону твои деньги. Мне надо только название. Название, блядь, этой букмекерской конторы. Громче, блядь. А теперь подними жопу и покажи, как зарегистрироваться в онлайне. Теперь ты можешь сорвать джекпот. Кто рекомендовал? А, ну это правильно. Хочешь качество, звони в Москву. Татарстан. Камиль, стой, подожди, не уходи. Подожди, я говорю. Татарстан, да. Да пришлю специалиста. А чего, у нас... Ну как какого? У меня все специалисты высшего класса. Вам? Ну, вам самого лучшего. В смысле, я от сердца отрываю, да. Иди сюда, Камиль. Алло, Лиль, у меня такая новость, ты сейчас упадешь. Мам! Сейчас помогу. Сколько? А ты точно татарин? Прежде всего, я специалист. Конечно, конечно. Не в этом сейчас дело. Пойми, специалистов много, а твоя национальная принадлежность в нашем деле определяющей становится. Ты понимаешь? Да, но я не говорю на татарском совсем. Совсем? Да. Ну, чак скажи. Чак. Нет, 2 раза скажи. Чак-чак. Вот, видишь, чак-чак, остальное выучишь. А что это? А, поедешь, узнаешь. Чак-чак. Отлично, молодец. Чак-чак. Чак-чак. Скажи-ка своей дочери, почему она в моем доме не говорит по-татарски. Я не стану этого терпеть. Мы-то как-то тебя терпим, как я без связи? Переживешь. Мы как-то без телефонов жили в молодости. Папа, 21 век, сколько угодно можешь бойкотировать. Что с волосами? У самой руки не из того места растут, а мы виноваты. Было отлично учиться. Вы всю жизнь в своих этих... Чем? Не умеете Как ли вы? выговорить? Отойди, есть хочу. А, в гаджетах проводите. Даже в туалет сходить без них не можете. Кто бы говорил? Растяпа. Папа, помоги, пожалуйста.
подойти? Смоешь это с волос? Помогу. Дочка, созвонимся. Ей ведь уже не 15 лет. А тебе? А что мне? Посмотри на козу. На свинью стала похожа. Хорошо, хоть рога оставила. Вот что это? Мелодия, что ли? Сколько проникновенной музыки мы с тобой слышали, когда были молодыми. Времена теперь другие. Надо это понять и принять. Понять? Понять. На-ка, скажи, куда подевалась радиостанция Тартип ФМ? Дрожит ведь. Мерзнет. Надо согреть. Алло. Дядя Мансур, это вы? Да, я. Я Айрат. Здравствуйте. Рад знакомству. А где отчет за позапрошлый год по георазведке? В позапрошлом году я еще не работал. А дальше работать хочешь? Хочу. Закрыто. Где ключ? А вот это уже интересно. Да, ты. В смысле, пап. Да, решил приобщиться к нашему языку. Слушай, а ты не помнишь, как зовут нашу родственницу в Казани, риэлторшу? Роза? Ага. А телефон? А, ну, хорошо. Найдешь потом, да? У меня все нормально. Ну, я в гору, да. Все хорошо. Извини, сейчас совещание. Я тогда перезвоню. Давай, ты найди мне. Все. Саубл. Не кажется тебе, что ты переборщила с козой? Зато теперь не потеряется. Это точно. Рано или поздно их все равно придется познакомить. И вообще помирись уже с отцом. На, держи свой телефон. Никуда он не упал. Меж досок застрял. Вернулся, любимый. Айрат,
Бедную козу бы не покрасил в не пойми какой цвет. Айрат? Что за Айрат, любимый? Будучи врач, со мной по телефону очень красиво на татарском поговорил. Может, и нашу дочь научит так же красиво разговаривать. По телефону сказал, что любит. Так и сказал? Сказал, не сказал, не морочьте голову, познакомиться хочет. Поехали? Куда? Куда? На рынок. Собирайтесь, а я машину прогрею. Подходите, соловушки мои, не проходите мимо. Здравствуйте. Дорогой мой, хороший мой. Вот возьми укроп. Мы не берем кредитов. Сейчас я вам дам. Мои хорошие. Еще банкиров мы не кормили. Спасибо. Сельдерей очень полезен для головного мозга. Желание получать все и сразу до добра не доводит. Раз берешь укроп, то и лук обязательно надо взять. Нарезаешь и в холодильник на зиму кладешь. Вот зелень. Не сразу же растет. Раскрою тайну. Кредит купила. Тут он все падает неизвестно куда. Все взвесила. Здесь 3 килограмма, а здесь 5. Спасибо. А зачем так много, дорогой? 700 рублей. У нашей близкой родственницы душевная травма. А вот не надо было травмировать. Сейчас еще доложу. Не жалко. А вот ведь 700 рублей. 200 рублей сдача. Этого же не хватает. Одолжи-ка 100 рублей. А вот, на 100 рублей романовский салат. Очень вкусный, нашинкуете, маслом заправите. Завтра придешь и еще отложу. Ты забыла, базилик. Мам, а Лилия по не звонила? Вылетает ночным рейсом из Москвы. Высокие коэффициенты, моментальные выплаты, лояльная поддержка игроков и множество бонусов на выбор даже самого искушенного игрока. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, делай ставки и выигрывай. Хорошо, но не блестяще. Что на этот раз? Наша книга как называется? «Язык и культура. Прошлое, настоящее и будущее». Будущее. Если ты живешь и восторгаешься прошлым, какое будущее ты представляешь? Пока вся твоя работа — сплошная критика. Откуда в тебе столько злобы, Мансур? Приветствуем вас на борту самолета Бомбардье CRJ-200, рейс Москва-Казань. Просим вас пристегнуть ремни безопасности и убедиться в том, что столики убраны, а кресла приведены в вертикальное положение. Приятного полета. Шестя, это мое место, не могли подвинуться? Да. Спасибо. Это грим. Да я ничего. Лиля. Камиль. Очень приятно, да. А я подумал, что вы прямиком к арабскому шейху летите, да только рейсы перепутали. Ну что же меня все это пытается транжаблить, а? Да нет, я не про то, вы не подумайте, Смешно. Камиль,
Вы не могли бы, я сейчас после спектакля немного утомилась. Хотела бы поспать чуть-чуть. А вы в Казань по делам или в гости? Вы знаете, да, я по работе. Дело в том, что я впервые еду на свою историческую родину. Ну, это командировка, конечно, но, в общем-то, я... Баня готова. Я в баню не пойду. И так оттирается. Просто так, что ли, топил? И новую шапку купил. Так ты же ее в прошлом году купил. Ну, купил же. Она под твой образ лучше подходит. А ты? Ты. Ну, своим образом. Наверное, всех людей распугала в самолете. Ну, один храбрец остался, конечно. Кто? Что за китайское чудо? Стойте, а он его еще не видел? Что, чай? Жениха, мам. А, жениха нет, не видел. С чая и начнет знакомство. Угу. Чем пахнет? Мансур, что за фигня? Почему баня в будний день? Вот это чье? Ни хрена непонятно, что говоришь. Чье это, спрашиваю? Еще раз эту дрянь на своей земле увижу, баню буду топить каждый день, поняли? Бестолочи. Если выход из станции метро будет на данном участке, то наша компания крайне заинтересована в дальнейшем сотрудничестве. Взаимовыгодным. Да, с целью строительства здесь торгового центра с интегрированным выходом из метро. Вам сокращение сроков и затрат, а нам долгосрочные инвестиции. Да, кстати, сумма компенсации нынешнему владельцу земли крайне щедрая. Всего доброго. Камиль, у вас еще 5 минут есть? Всем привет! Мы находимся в моей родной Казани. И вместе с вами мы выберем платье мечты для моей любимой племянницы. Собственно, это мама невесты. Познакомьтесь. Это видео. Здрасте. Да, смотрите, лайк поставили. Да, а это невеста. Прекрасная. У нас заминочка. Да, все, всем пока. Жарко тут у тебя, Ренат. Нам шумиха не нужна, твой Шурин ее обеспечит, только тронь. Ну, я с ним поговорю. Соглашается на сделку, собирает свои пожитки и вместе с тобой живет долго и счастливо. И чтобы никаких писем. Почему на радио вместо шедевров национальной музыки звучат какие-то бесовские частушки с бессмысленным текстом?
В срочном порядке запретить курение на балконе соседнего дома номер 41. Да. Ну, наконец-то. Очень красиво. А волосы собери. О, нет. Надо что-то более закрытое. После свадьбы еще одну набью. О, я этого не слышала. Слушайте, а давайте пока я здесь их познакомим. Я так хочу увидеть его реакцию. Посмотрите, что я нашла. Какая прелесть. Прелесть. И цена прелесть. А? Цена. О, нет, это нам не подходит. Нет. И размер не наш. Не наш. Нет, не подходит. Этот компьютер старше меня. Что это такое? Так бывает? Только весь набранный материал сохранил, и все исчезло. Теперь снова с рукописи придется набирать. Но сядь пока за соседний компьютер. Я не могу, там все на русском языке. Меня это отвлекает, мешает думать. Ты в туалет тоже ходишь, только в тот, на котором исключительно «Бедреф» написано? Дядя Мансур, макет пора в печать отдавать. Давай мы остановимся на первоначальном варианте. Что значит первоначальный? Не понял. Туалет. Мама, папа, теперь Асия моя невеста. Сынок, мы так рады за вас. Асия, когда ты нас познакомишь с своим отцом? А что они спросили? Когда ты их познакомишь с твоим отцом? Скоро. 很快，很快。很快。Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут... Здравствуйте. Меня зовут Камиль. Я... Мин! Сезге! Мин Сезге! Мин Сезге! Ну, в любом случае, Мансур Фидаилович, ну, мне просто необходимо с вами поговорить о продаже вашей земли. А этот вариант по-хорошему щедрое предложение. Понимаете меня? Мансур Фидаилович?
Алло. Алло, здравствуйте. Исян, миссис. Исян, миссис. Меня зовут Камиль. Мне ваш телефон дал мой папа, Атием. Дело в том, что мы с вами брат и сестра, троюродные. Еще надо. Давайте я при встрече все вам расскажу. Здравствуйте. Исян, миссис. Здравствуйте. А вы Лейсан Равильевна? Да. А что случилось? Ничего не случилось. Это по поводу ремонта нашей улицы. Не знаю, кто это. Роза, выручайте. Какой пристав? Тут подпиши, там распишись. Какой у вас пенсионный фонд? Иди. Уходишь? Куда? Меня? Ветер перемен ждет. Ты нас предал. Чашку давай. 100 лет будете жить. Говорил, никто и пальцем вас не тронет. Чашку давай. А ты про адюльтер, про аудит когда-нибудь слыхал? Да откуда ж? У тебя ведь на иностранные слова аллергия. Между прочим, все из-за твоих кляуз. Слово-то какое нашел, кляузы. Откуда только взялся этот аудит? Ну как улов? А мы тут большую рыбку поймали. И если эта рыбка дорожит своим положением, то она должна заговорить. С вами все в порядке? Кто подговорил тебя составить ложный отчет? О сестре бы лучше подумал. Ты сам виноват. Ты всех там достал уже. Твоя ошибка. Исправляй. Вот ты упертый. Ну, хорошо. Подожди. Вот сюда мы уже пришли. Это замечательно. А теперь там, смотри. Вот, это соборная мечеть. Ну, да. Она здесь, А вот. черная палата? Извините, как пройти к черной палате? Простите, пожалуйста. Как пройти к черной палате? Туда? Туда все-таки. Спасибо. Подожди, а это что? Это спасибо. Ты что? Ну, да. Я тебе потом все расскажу. А черная палата все-таки оказалась вот эта, хоть она совсем не черная. Находится она вот там. Вперед. Камиль. Вперед. Спасибо, 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 скажи. А я уже сказал. Нет, ну это какая-то банная эволюция. В Риме придумали термы, а здесь, в Болгаре, джакузи. Камиль, А? вообще-то это печь. Да? Да. Вот. И я чувствую, что я горю.
Какой душевный голос. А мой говорит: это что, мужики так поют? А мне много ли надо? Душа моя. Мне романтика нужна. Играть, любить, бежать и жить, сгорать и снова возрождаться. Но важно к жизни не остыть и между слов не потеряться. Жизнь, она не терпит промедления, знает, что в конце пути забвение давит сверху низкий потолок, а на сердце лишь ожог. Дальше, может, будет просветление или даже мозга сотрясение. Так что завершай свой монолог. Выжил, значит, просто смог. Ну что, все мысли прочитал? Нет, еще не прочитал. Подожди, сейчас еще одну отправлю. Так ты на маму становишься похожа. Тебе лучше знать. Как твои курсы? Да кому это интересно? Еще как интересно. Нашли новое помещение почти в центре города. Я и не думала, что столько людей захочет изучать татарский язык. На театр время-то... Где бы я ни был, быстрые выводы и высокие коэффициенты всегда со мной. Ставка, выигрыш, Melbet. Остается? Конечно. Конечно. Зато твой брат до последнего не верил в тебя. Мол, у тебя ничего не получится, и ты вернешься в Казань. Его цитата? Да. Том 3. 4-я страница. Удивительная республика. Я не ожидал. Все так вкусно. Просто... Головной убор себе купил. Во. Правда идет? Я тебе напомню, что ты на работе. С родственницей связался? Да, все новости будут завтра утром. Кстати, шапочка тебе идет. Правда? Тюбетейка называется. А хотите, и вам куплю? Нет. Только весь материал сохранил, и все исчезло. Тебе сисадмин один подарочек передал.
Давай вернемся к первоначальному варианту. Материалы сюда сохраняй. Все хорошо, это йога. Мансур, ты куда? На работу. На работу? Ты ведь не работаешь по субботам, а сегодня особенная суббота. Ну, значит, руки у тебя из жопы. Все, решай сам. Хозяева! Хозяева! Ну, так-то и я могу. Хозяева! Хозяева. Ну, что стоишь? Неси сюда свои документы. Хозяева. Я уже говорил, что дом не продается. Мне еще не говорил. Да, обступили тебя. Камиль? Что-то он зачастил. Вы знакомы? Роза Альфритовна. А ты случаем не дочь дяди Альфрита из Агрыза? Да. Нет. А ты его откуда знаешь? Как не знать? Он же с моим отцом из одной деревни. Про Фидаиля слышали? Как уж не слышала. Они еще на лодке в детстве вдвоем чуть не утонули. Бумаги видела, сделка чистая. Слышала, что скоро все частные дома в округе должны снести. 20 лет меня пугают. Как видишь, я все еще тут. Сколько на этот раз платят? 9 миллионов. 9 миллионов? 9 миллионов. До вечера такси приехало. Ага, пока. На Сабантуй в деревню съездил? Какой деревенский Сабантуй? На Казанский кое-как успел. Ну и хорошо, что не ездил. Помнишь Альфию Тростиночку? Располнела, как верблюд. Ее не помню, а вот дядя Камиля помню. Так и ездит на своем старом «Жигуленке». Лиля? Значит, риэлтор Камиль? Иди ты. Простите, нам пора. А он дочь-то свою выдал замуж? Ты что, ее мужики боятся? Ехать пора. Много из города приезжала. Ну, чтобы так с шиком, как я, никого. Да перестаньте вы уже. Болтаете без умолку. Господи, откуда я это знаю? Нам пора ехать, пора. Быстро. Быстро? Не, ну я так больше не могу. Эй, это что такое? Тихо! Я тебе все объясню. Спасибо. Не надо. Меня. А платить-то кто будет? Черт. Окно открой. Это точно не бомба? Какая бомба? Это деньги. Тут еще 5 рублей не хватает. Лиля, ну подожди. Послушай. Да? Вы что, вы родственники? Так вот для чего ты в Казани. Да нет, послушай. Это моя работа.
Туда приедет техника, они сравняют все с землей, выруют котлован. Там будет станция метро. Ну, я ваша последняя надежда. Да, дай угадаю, неспосланная свыше. Если хочешь думать, так да. А я верила в силу встреч. Я тоже, поверь, я тоже не просто так встретил тебя, чтобы вот так вот... А для чего? Оба-на. Смотри, смотри. Что он делает? Джеймс Бонд. Рэмбо. Не-не-не. Агент 007. Джеймс Бонд. Штирлиц. Звони шефу. А что это? Сам звони. Ладно. Бултер вроде. Алло, шеф. Буев, тебя следующим уволю. Ключи отдал, баран. Да не отдавал, я их, он сам их взял. Ага. Опять в игрушки свои пулял. Дядя Мансур, открой дверь. По-человечески поговорим? Не поговорим. Был бы твой отец, поговорили бы. Мы с ним вместе здесь все создавали. Здесь теперь не отец, здесь я хозяин. Тогда почему? Почему мой компьютер сломали? Почему уничтожили материалы, которые я собирал всю жизнь? Почему? Потому что твоя работа никому не нужна и не полезна. Заткнитесь! Твои постоянные претензии ко всему новому никому не интересны, не нужны и откровенно достали. Ты национальную культуру по-своему воспринимаешь, а времена изменились. Твое застарелое мышление никому уже не интересно и не нужно. Дядя Мансур, открой. Откроешь или нет? Выбивай. 1, 2, 3. Тогда скажи мне свою версию будущего для татарского языка. Обратно вернуть латиницу. Вернуть латиницу, чтобы все татары, живущие в России, стали безграмотными, никому не нужными? Кто их там будет латинице учить? Ты своих современников хочешь без языка оставить? Для чего ты берешь на себя такую ответственность? Чтобы самоутвердиться? Потешить свое эго?
Мансур, почему так поздно? Что-то случилось? Ничего. Брат, не стой, собирайся скорее. Куда? Знакомиться с Айратом. С Айратом? Отличный парень, настоящий татарин, будущий врач. Не стой, такси приехало. Гости, добро пожаловать, проходите, шашлык у нас отменный. Привет, Мансур, добро пожаловать. Здравствуйте, дядя Мансур. Рад знакомству. Я уж думал, мы только на свадьбе познакомимся. На чьей свадьбе? На нашей свадьбе. Высокие коэффициенты, моментальные выплаты, лояльная поддержка игроков и множество бонусов на выбор даже самого искушенного игрока. Найди сайт лучшего букмекера 2020 года Melbet, делай ставки и выигрывай. Не стойте, проходите. Алло? Да. Да, конечно, интересно. Угу. Спасибо, уезжаю. Мне надо ехать. Как это ехать? Давай завтра поговорим. Не переживай. Простите, а вы пить-то будете? Так я вообще не пью. Эту ситуацию надо принять. Рано или поздно она должна была случиться. Помнишь, ты рассказывал, как твой научный руководитель шутил, что даже если вас съели, то есть как минимум два выхода. Один... Алло? Возьми все, что мы писали, и сожги. На, сожги. Сегодня наш родной язык надо взращивать и сохранять. Сохранять и растить. Видимо, я самый худший ваш студент, профессор. Я все делал для того, чтобы окружающие меня люди говорили со мной на родном татарском языке. Я ошибался. Надо было делать все, чтобы они говорили не со мной, а друг с другом. А он... Парень-то, похоже, хороший. Моя дочь с кем попала и разговаривать бы не стала. Казу жалко. Кому отдать, если переезжать придется?
Вы погодите. Нам еще книгу дописывать. Большую часть которой, конечно, я написал. Давайте, поправляйтесь. Алкоголь притупляет чувство собственного «я». И ангел-хранитель в такие мгновения тоже покидает. Ну и куда же ты полетела? Когда он был без сознания, с ним было проще договориться. Знал бы ты его лет 30 назад. Может, хватит уже, дядя Мансур? Или я так и не сдал ваш экзамен? Да не знаю я, как-то само собой выходит. Дядя Мансур. Слушай-ка, у тебя ведь не все родственники приедут на свадьбу? Ранним утром на улице Героев Хасана в доме номер 43 прогремел взрыв. Очевидцы утверждают, что взрыв был невероятной силой. Его было слышно за несколько километров. Асия, доченька, пустите меня. Вы уже, поди, и детей с ним напланировали. Это моя жизнь, моя судьба. Да как ты с отцом разговариваешь? Как заслужил. Отстаньте все от меня. Не видно них. Дорогу, что ли, стирают?
Папа, ты меня, пожалуйста, прости. Я только о себе и думала. Понятно, на кого ты похожа. Угу. Лиля! С тобой все хорошо? Давай, держи уже. Да? Ну. О квартире можно теперь забыть. Погоди-ка. Может, не все потеряно. Эй, риэлтор? Предложение пока в силе? Конечно! Даже без учета стоимости дома? Так оно и было без него. А козу-то доили сегодня? Ты козу-то дать умеешь? С тобой научусь. Кто хозяин, граждане? Я вас поздравляю. На ваш запрос о том, что качество дорожного покрытия на улице Героев Хасана не соответствует исторической значимости героических событий на озере Хасан, принято положительное решение. Ваша улица переименовывается в улицу Контейнерная. Решение положительное. Я вам его вот сюда положу. В жизни так стремительно случается. Только началось, уже кончается. Только вроде вышел на видок, а тебе по жилам ток. И совсем не надо долго мучиться, как-то все равно само получится. Глупо ставить дом свой на песок, к дулу подставлять весок. Играть, любить, бежать и жить, сгорать и снова возрождаться. Но важно к жизни не остыть и между слов не потеряться. Жизнь, она не терпит промедления, знает, что в конце пути забвение. Давит сверху низкий потолок, а на сердце лишь ожог. Дальше